Пошли. Пошли. Сегодня у нас воскресенье, вечер. Вечер. 24 мая. 24 мая. И идем мы в сторону Лечпорта. Посмотрим, что там у нас происходит, как уровень воды в реке. Поэтому, чтобы проходил паводок мимо города, вот на днях стало уже тепло. Сейчас вот 20 градусов. Вечер. Посмотрим, что как там. Там говорят, отремонтировали речной порт, здание. Посмотрим. Потом там вон эти здания строятся, жилые. Вот видно их впереди. Ленские высоты, так вроде бы. Да, ну уточним. Там поближе будем. Такие большие, там типа элитного какого-то квартала. Экологически чистое местечко на берегу реки с красивым видом. Там своя зона такая для гуляний. Вот таким образом. А это у нас улица Кальвица. Сейчас выходной день, поэтому машин, в общем-то, немного. Еще тем более вечер. Ветерок такой небольшой, если слышно, поддувает. Много людей ездят на велосипедах. Это остановочка. Тут Магнит 2, но не тот Магнит, который там в Москве где-то, а это просто свой Магнит. Здесь местный. Ничего отношения к тому Магниту не имеет. Так, тут видим мы какое-то, продают его. Видать, вот это здание его строят уже давно. И что-то строечка встала. И вот то, что впереди здания, он через дорогу, через перекресток тоже продают. Там такими большими буквами надпись «Продаю». Так, как нам лучше перейти здесь? Я думаю, что вот сюда нам же надо или по той стороне идти. Ну ладненько, давайте здесь перейдем, если что там. Вот это улица Богдана Чижика, насколько мне память не изменяет. Довольно пыльно. Вот этот как бы участочек такой хороший. А вот здесь вот что-то гравий насыпан. Так, 6 секунд нам осталось ждать. Пойдемте погуляем. Давно я не гулял. Изменения в городе после зимы какие, надо посмотреть. Город строится, развивается постоянно, увеличивается количество жителей. Таким образом, вот тротуар, что-то тут копают, лужи. С этой стороны вот эта улица у нас, не могу прочитать, там улица Кальвица 2/5. Вот еще деревяшечки такие, вот тут их достаточно много. Ну, место такое сухое, как я смотрю. И дома, в общем-то, не покосившиеся. Потому что оно на пригорке. Таком вот. Заборчики еще старенькие, вот деревянные тут у них. Что-то тут копают, садить собрались, что ли. Что-то. Может быть, тут как с этой стороны тоже березки высадят. Что, в общем-то, надо делать в городе. Довольно пыльно у нас, поэтому надо озеленять и озеленять. В условиях крайнего севера
Здесь, конечно, растения не такие вот разросшиеся у нас. Мельче будут, но растают тоже. Вот смотрите, березки какие выросли. Так, идем. Это начало улицы Кальвица. Вот сейчас пойдем и упремся в речной порт. Видим, самокатики стоят. Вот. Как бы в Якутске, в общем-то, тротуары не очень, поэтому немножечко, конечно, проблематично ездить, но все равно самокаты среди молодежи довольно популярны. Здесь вот частный сектор, как мы видим. Какие-то услуги для транспорта, для машин, шины, диски. Так, наверное, я думаю, надо на ту сторону перейти, что ли. Я обычно хожу каждый год, как речка у нас проходит с Якутском, я хожу, снимаю, что там, как там. Иногда уровень бывает довольно высокий, поэтому даже льдины туда выкидывает. Ой, какие здания-то высокие, а строят вот этот квартал, смотрите, впереди. Флаги Советского Союза. Вот там кто-то вывесил. Тут тоже такой частный сектор. Прямо рядом все это находится с речным портом. Или как у нас, речная пристань называется, что ли. Потому что тут у нас тупиковая как бы ветка для речных судов. Вот, вижу, там наверху люди работают. Ленские высоты, надпись. Вот такая вот махина. Тут прямо грузовой район, на территории грузового района. Так, а здесь что? Здесь вроде бы что такого нету, пустырь. Много катается тут на этих самокатах всяких детишек здесь. Здесь конечный автобус у нас 8, насколько я знаю. И может сейчас еще какой-то стал. Автобус, новые автобусы в городе закупили, такие вот большие. Ну и трансфер пассажиров до ЖД вокзала Нижний Бехтях на Рукавишников теплоход. Так, вода есть, но ее, в принципе, не так уж и много. Так, кофе с собой. Зон. Так, вышли. Сейчас полюбуемся с вами на наши теплоходики, которые ходят по Лене. Вот они, Михаил Светлов и Демьян Бедный. Вот на них вы можете круизы по Лене, до Тикси, на Ленские столбы осуществить. Нигде, конечно, такого вы не увидите, как в Якутске. Паромы стоят. Ну, уровень вот такой. Вижу льдина вот здесь вот. Такая. Да, вот это акватория порта. А эти прямо тут строят. Что интересно, зона выдачи прямо здесь поставили киоск. Ладно, пошли туда вон, вперед. Тут у нас идет посадка на катера. Судно, которое на ту сторону реки Лена. Какой тут крутой склон. Льдины прямо там. Ну, наверное, льдины еще по ходу нашего движения увидим.
Тут такая вот дорога, что-то ее по идее надо подсыпать. Ну, продают вот этот участок тут, кстати. Было какое-то деревянное строение. Вот, смотрите, у нас верба цветет в Якутске. Ох, узко, конечно, тут все. Так вот узко. Продают бытовку. Так, гравием все отсыпано высоко, но это такая мини-дамба, мини-плотина вот здесь вот. Она у нас отделяет город с речкой. Ну, видим, что здание вот ремонтировали, вот новой плиткой обложили его. А тут идет строительство. Вот Ленские высоты прямо. Так, давайте приблизим, посмотрим. Видите, люди стоят. Так, смотрите, лед льдины. Вот. То, что был тут лед, прошел, но чуть-чуть осталось. Так, надо, наверное, мне тут фотографию вот эту сделать на заставку. 4-й причал. ООО «Леноводсервис». Посадка пассажиров. Якутск, Нижний Вестях. Вот здесь вот это паромы, вот здесь много их. Ждут своей очереди открытия навигации. Будут загружены и пойдут. То есть у нас надо за время навигации успевать делать завозку грузов. Вот, вот этот дом сдается. Продам, сдам в аренду участок, собственность. Тут уже никто не живет, просто домик вот такой. Ой, фотограф какой-то тут. Смотрите, у нас блогер. Паромы. Паром 4, паром 9. Вот тут, смотрите, сделали место уборки мусора. Так, ну, теплоходы Михаил Светлов, Демьян Бедный подготавливаются. Видно, что здесь идут работы. О, какой вид шикарный, смотрите. Работы идут полным ходом. Будут круизы до Ленских столбов, по реке Лена, до Тикси, обратно. Там, по-моему, круиз такой, который 13 суток, 2 недели занимает. Самый длинный. С этой стороны здесь рыбаки видим. Вот в этом пруду, в озере в этом рыбачат. Так, тут у нас перегорожена дамба вот таким образом. По нему, по дамбе можно походить. Чистый причал. Люди тоже ходят, гуляют, фотографируются. Смотрите, как тут все здорово, красота, ветерок дует. В общем-то, нормально так. Свежо. Не жарко, главное, не жарко. Главное, не текет, как на юге, вот это нашем, когда там 40 градусов идешь, просто язык валивается от жары, от зноя. Акватория речного порта. И вот туда все стоят теплоходы. Нам надо перескочить через вот эти вот трубы. Так, тут-то я перескочил, а тут уже сложнее. Надо перелазить. Ух, как бы не улететь. Ой-ой-ой. Ну, ходить надо. Ходить надо. Это что такое за штуки? Какие-то там стоят, что ли? Ох, ветерок, он волны даже. Да. Но получается, что речная пристань грузовая, она вон она
Кстати, смотрите-ка, давайте чуть ниже спустимся, а то тут ветер. Ветер. Я вижу паром, вот эта пристань. Сейчас я ее приближу, приближается. Плывет. Смотрите. Вот. Как это называется? Штуковина, которая стоит на берегу. Причал плавучий. Вот. Он плывет на свое место. Видать, где-то здесь станет. Так что успевайте вот взять дома, квартиры, вернее, вот в этом жилищном комплексе, пока еще не раскупили, пока цены еще не такие высокие. Видим, молодежь гуляет, рыбаки какие-то ходят, вот. Что-то ловят или это убирают мусор. Что-то непонятно. Рыбаки вроде. С этой стороны вот здесь вот тоже такое озеро. Вот тут рыбаки стоят, рыбачат. Это, наверное, самые ленивые рыбаки, которые есть в Якутске, которым лень вообще куда-то вон туда идти. Или может там затоплено сейчас. Да, льдинки видим. Льдинки плавают, это дотаивает он лед, видно, да? Ну и вот сейчас вот по этой дамбе, вон на ту дамбу 202 микрорайона уже выйдем. 202, потом там 203. И прогуляемся туда, вон до тех двух домов, как они, типа парус, которые в Дубае, вот там элитное жилье, до туда прогуляемся. Вот люди бегают. Здесь хорошо, конечно, машин нет, транспорта, бегай не хочу. Здесь вот заканчивается вот эта дамба, она стыкуется с другой дамбой, а здесь рыбаки прямо здесь. Ну, раз они ловят, значит что-то есть, я думаю. Это основная дамба, она постройка 60-х годов, второй половины 66-й, 68-й год. Туда уходит дальше. Дальше туда тот остров, на этот остров уходит. Так, все, пришли. Вот видим гравий, велики. Да, тут по идее хорошо бы прибраться было. Что-то уже бычков тут, видимо, невидимо. Тут, видать, таксисты, что ли? А где вот таксисты? Вот их надо заставить все убрать. А где таксисты, там всегда вот бычки наплеваны, бутылки. Так, ну что, вот нам туда надо пройти. Вот она сама дамба. О, тут льдинки-то еще те хорошие. Вот смотрите какие. Ну это уже подтаял. По ним прыгать прикольно. Вот которые на берегу лежат. Туда-то в воде нельзя. Оно проломится под вами, и вы потонете в ледяной воде. Ух. Так что такая вот, с этой стороны такой нет, нельзя сказать, что это тротуар. Кстати, ведь слышите шум, да? Это шумит. Вот судно на подводной подушке он едет. Видно, нет его? Ладно, потом я поближе покажу. Так, здесь ворота закрыты у нас, да? Это у нас здесь будет городской пляж, и зимой тут ледовый парк находится. Ух ты, тут смотрите, сделали что? Зону для занятий спортом. Красота. Так, видим, что здесь есть вход. О,
А, это сами они просто встали и занимаются тут, как это, мячик кидают. Смотрите, тут плиткой все выложили. По-моему, в прошлом году, или в прошлом году это же сделали еще, да? Точно. Тут такая зона, городской пляж называется. Лето. Надпись лето. Администрация, здание администрации. И вот этот забор. С этой стороны тоже, кстати, забор такой высокий, некрасивый. И вот это вот надпись «Лето». Так, музычку врубил товарищ, конечно, не очень. Так, ну вот он. Сделано, да, это еще в том году было. Вот он, городской пляж. Его, говорят, дальше туда делают, уводят. И вот такие тут льдинки. Новые вот эти круглые наблюдательные башни для спасателей. Да, ну это хорошо, что сделали вот здесь лавочки. Пожалуйста, можно посидеть. Главное, чтобы не мусорили, забирали все за собой отдыхающие. Так, ну что, давайте на льдинки пойдем, пошуршим льдом. Горожане вышли. Вот они какие тут лежат, их высокой водой вынесло, и они здесь такие вот. Ну, они уже рассыпаются, рушатся. Я в прошлые года ходил, тоже снимал, красиво было. Как бы. Вот. А когда купальный сезон начнется, вода тут спадет, она будет значительно ниже, на несколько метров. Тут пляж вот этот откроется. Тут льдинка. Уже приходят с детишками, играют. Ну, вот это дотает уже на этой, сегодня воскресенье, на той неделе все это дотает. Эти льдинки красиво, когда они в воде и на берегу прямо. И да, тают. Поснимать, конечно. Так, здесь у нас еще паром на ту сторону реки Лена. Ну, не паром, это как судно на воздушных подушках ездит. Купание запрещено. Еще одна льдинка. С той стороне, смотрю, комната матери и ребенка. Ну, летом-то надо, тут, поскольку пляж. Смотрите, какая форма интересная льдинки вот этой. Вода холодная, конечно, ледяная еще, поскольку лед. А, вот она, кстати, тает. Видно. Вот смотрите, сейчас сниму поближе. Видно, да? Капает. Комната матери и ребенка. Потом вот это, видать, киоск, продают еду. Там и здесь раздевалки, переодевалки. Их аж 4 штуки. Вот эти вот сидячие места вот на склоне. Что, в общем-то, хорошо. И даже сейчас тут люди сидят, воздухом дышат чистым.
Здесь вот эти столбы под волейбол. Тут сетку натянут лезом. И пляжный волейбол здесь будет. Даже какие-то соревнования, что ли, тут проводятся. А вот на той стороне там лодочная станция находится. Вот, босиком гуляют, смотрите-ка. Красивые вот эти вот. Раньше были какие-то несуразные, деревянные. Вот тут я слышал, где-то читал, что будет пляж продолжаться туда дальше. Или это уже отсыпали? А, это уже отсыпали. Да сколько-то метров его удлинили. Были работы произведены по удлинению пляжной зоны в городе Якутске. У нас получается, что купаться где-то только с конца июня возможным становится, пока вот все это водичка нагреется, пока тут все приведут в нормальное состояние. И где-то до конца июля максимум, наверное. В августе уже может быть прохладненько. И уровень воды падает такой, что здесь уже очень мелко становится. И речка узенькая. Тут особо не до купания. Так, еще разочек. Много молодежи приходит. Гуляют. Ну, это одно из зон, места в Якутске, где можно вот спокойно так отдохнуть. Кстати, видно, льдинки плывут. Тут раньше был вот в этом месте забор, а теперь его не стало. Вот только одни, то, что от него осталось, так немножечко есть. Что, пошли дальше? А, вот видно, плывет судно на воздушной подушке. В Якутске еще пока моста нет, он строится. И вот когда не сезон, не зимой, не летом, когда нету переправы, переезда, вот ходят вот такие вот судна на воздушной подушке. Это там 2,5 или 3,5 тысячи поездочка вот такая. Ну, можно, да, как экстрим взять просто и просто туда-сюда прокатиться до Бестяха, обратно. Вот она сбавляет скорость свою уже. А там, конечно, да, такое ощущение, может, не совсем приятное. То есть шум вот такой. А что он здесь-то встал? Ну, надо дальше ехать. Что тут не парковка. Вот, еще один там какой-то едет. Там же тоже вот с той стороне есть еще у них место, где отправляются они. Вот, льдинка. Ой, тут под ноги надо смотреть. Вот она льдинка. Ну, тут забор был, его убрали, пляж расширили. Тут по этим камням, честно говоря, ходить не очень хорошо. Чайки. Вот, кстати, смотрите, сейчас я их сниму. Вот они, видите, сидят. Что-то замолчали. Видно, нет? Их там несколько чаек. Как-то снимает не очень хорошо. Ну вот на этой льдинке они там сидят. Так. Неудобно по этому гравию ходить, конечно. Видим, молодежь приходит, отдыхает. Ух, смотрите, сосна же это, да?
Или елка это? Что это? Она сама выросла, да? Ее не воткнули тут? Нет, но она же зеленая, да? Так бы обсыпала им. Да, она тут растет. Посадили, да? Видать, или сама выросла. Ну, очень приятно. Смотрите, вот тут бы высадить такие действительно сосенки, вот такие какие-то красивые. И вид совершенно другой, красивый будет. Вот отсюда видно лучше реку. И вот эти катера на воздушных подушках. Ну а летом тут будут загорать, купаться. Вон видно, да, там плывет лодочка, катерочек. Ну как развлечение, если кто приезжает туда-сюда на ней погонять. Конечно, там шум еще тот, как бы грохочет, но кому-то это нравится. Поближе к нам едет, плывет специально по заказу. Вот, смотрите, какой идет сзади вентилятор. Он дует и поднимается. Может проезжать над водой, над льдинами, по песку. Вот тут мне нравится вот этот дом. Здесь у них прямо выходит. И заборчик такой хороший. И какой-то там профлист такой двухметровый, да, как делают. А вот все открыто, пожалуйста, вон волейбольная площадка, машины, парковки. Тут 203 микрорайон, и, насколько я знаю, здесь подземный паркинг есть. Под землей, то есть. А гаражи, ну, кто-то ставит здесь. Вот эти трубы, кстати, видно, да? Вот оттуда выходят вентиляционные шахты. Я тут ходил, снимал не раз. И летом тоже, как у нас начинается жарко уже, люди выходят купаться, загорать. Вот тут везде народ уже. Сейчас попробуем гулять. Вот это самое милое дело. Не жарко, не холодно. Свежий ветерок. Ну, дошли мы вот до этих парусов. Здания такие. Сбоку как будто парус такой. Интересно, смотрите, вот льдина, да? Вот это и там чайки вот такие вот сидят. Я сфоткаю, кстати. И ВКонтакте выложу. Вот, буквально через каждую минуту, ну не минуту, 2-3, очередная лодочка плывет. Приходят, молодежь садится, сидит. Смотрите, видите, да? Культурно время проводят. Главное, чтобы спиртное, пиво не распивали. А так-то хорошо, надо наоборот делать тут места вот для отдыха. Раз народ хочет, идет, особенно молодежь, почему им не дать такую возможность? Вот тут облагородить, какие-то лавочки поставить. Можно и спортом тут заниматься. Если тут такой еще тротуарчик сделать. Машинам-то, конечно, тут лучше не ездить, да? Но тротуарчик сделать, чтобы люди ходили.
с этой с удочкой. Даже кто-то идет, пытаются рыбку поймать какую-то. Вот эти дубайские дома, почему я так говорю, видите, это типа парус. Тут элитная недвижимость, квартиры. Представляете, так живешь, вот такой у вас тут видончик с окошка. Шикардозный. Что, мы дошли вот до конца 203-го микрорайона. И раньше тут стояла Лена Речь Флот. Домик такой у них стоял. Теперь его тут нету. Одна лестница осталась. Вот такая вот лестница. Чайки тут летают. Тут, видать, люди приходят. Вот на льдинах они. Люди ходят. Лестница. Ну тут тоже паромы, вот эти лодки, катера останавливались. Может быть, уже закончилась у них переправа, поэтому и навигация открывается, поэтому и убрали. Так, ну что, вон льдинка тоже. Желающие на эту льдинку залазят, а с этой стороны вот такая тут запруда, да? Озерко вот такое. Летом, тут в начале июня, пока не высохнет, много народу вот вдоль здесь останавливаются, загорают. Ой, индусы, что ли, там видел. Вот, по-моему, товарищи с Индии стоят. Выехали на речку посмотреть. Ну тут как бы не основное русло реки, поэтому особо тут смотреть-то нечего. Тут речка дамбой перегорожена, поэтому течения нету. И льдинки просто вот так вот стоят сами по себе. Так, ну что, пошли дальше. Тут еще не растаяли, но они полежат, так что уже в той неделе точно все тут растает. Смотрите, какие льдинки большие. Так. И тут тоже рыбаки есть. Рыбачат. Верба цветет уже. Ну, в Якутске позднее, конечно, тепло становится. Поэтому и зацветает все позднее. Чайкина. Смотрите, тусовка вот здесь вот. Шум такой, как в аэропорту, знаете, да? Кстати, смотрите-ка, вот тут дорогу, да, сделали туда. И люди ходят довольно много. Тоже надо попробовать походить, что там интересно. Чаечки, вон они. Тут
Надо пофотать, потому что вот эти виды, они скоро уйдут. Улетели. Спугнул я их. И вода уйдет, и льдинок этих не будет. Фотографию сделаешь, и вроде как память остается. Вот. Тут уже кто-то что-то делал из детишек. Смотрите, вот эти вот из песочка делали. Видать, сегодня, что ли, или вчера тоже могли. А вообще было очень жарко, вот дня 3-2 назад. Очень жарко, по 30 градусов. Просто жарить. Видали тут какой вид. Кто здесь живет. Просто на миллиард. Раньше говорили на миллион, вид на миллион, а сейчас миллион-то это уже не деньги. Так что вид на миллиард. Че, пошли? Кстати, поделаю фотографии ВКонтакте. Там у меня дополнительно еще как бы место, где я размещаю свои фотографии, видео туда тоже заливаю. Но что-то там совсем никто не смотрит. Единичные просто просмотры. Просто печаль какая-то. Так что кому интересны будут фотографии Якутска, природы, вот, заходите туда. Ну и не только Якутск. Где я бываю, я там размещаю и буду размещать. Смотрите, отсюда какой вид шикардозный. Вот рыбачок, парнишка что-то рыбачит. Ну тут получается вот это водоем, он прямо связан с речкой, рекой Лена. Получается, сейчас вода сюда затекает. Они тут лазят. Ну вообще, надо, конечно, с детьми смотреть. Они тут приезжают на великах и гуляют. Лед, конечно, это прикольно, но тоже чревато. Можно оступиться, он может под ногами поломаться, провалиться. Так, ладненько, что, выходим мы на 203 микрорайон, вот сюда вот. Так, мне здесь выбраться как-то надо отсюда. А если погода жаркая будет, то вот тут вот будут люди сидеть, лежать. Ну, у нас сегодня 24 мая. До лета, до 1 июня у нас сколько, неделька осталась, да? Недельечка всего. Вот здесь дорогу вот эту доделали. Там подстанция, что ли. И до нее сделали. Туда люди идут, интересно, гуляют, что ли там. Посмотрим. Железные дороги Якутии. Пункт ожидания пассажиров поезда. Трансфер до ЖД вокзала Нижний Бестях. Вот что это такое, оказывается. Вон туда вон. И ходим. Но я не знаю, туда и есть смысл-то ходить. Трансфер. И там, кстати, много машин стоит. Ну, давайте немножко прогуляемся по новому тротуарчику. Конечно, лучше было бы, конечно, сесть на велик и быстренько так все это снять, показать вам. Вот здесь вот, туда дальше зеленый луг. И когда вода спадает, обычно на нем в июне, да, лук начинает расти, и туда можно сходить, пособирать лук на вот этих местах, где вода была. Но там комарики еще те хорошие. Тут там детишки, что ли, что-то таскают. Ну и вот можно посмотреть на Якутск
Здесь вот хорошо видно Преображенский храм. И вот так вот все вот так вот. Вон, видите, стройки идут, Якутск расстраивается, застраивается. Кстати, вот, наверное, я туда не пойду дальше. Там идет посадка, выгрузка, те, кто на железную дорогу. А туда, на тот берег, переплавляется. Пока моста нету, вот так вот у нас все. Ну, мост построят, через несколько лет будет вообще шикарно. Не надо будет никуда ехать далеко, сложностей будет меньше. Да, как бы приятно вот по ровненькому тротуарчику. И тут, кстати, смотрите, просто асфальт, и вполне нормально, никакой плитки нету. Ну вот раньше же делали асфальтированные тротуары, и как бы тоже долго они. Ну, у нас такая специфика тут, вечная мерзлота, поэтому даже плитка там какая-то дорогая, она и то ломается. Дороги вот вроде бы все делают правильно. Ух ты, несется вон он. Дороги тоже вроде бы делают хорошо, но через несколько лет все это начинает идти, вести как-то. Потому что вечная мерзлота, извините, тайка, большие перепады температуры, это все это сказывается на дорогах очень сильно. Тут надо, я не знаю, какие дороги делать, очень дорогие, чтобы что-то более-менее оно служило долго. О, видали, да, домина какой. Ух. Тут дорога не сделана. Такая вот гравийка какая-то. Так, ну что, тут все делают, еще делают довольно много всего. Тупайский дом, парус. Строительство улицы Ефимова. Надпись. Ну и пошли вон в ту сторону уже. Все. Тут видим, строительные работы идут. Дата окончания октябрь, ну до ноября этого года должны делать улицу. Неспешно так. Ну, главное, чтобы сделали качественно, потому что денежки-то в общем-то не маленькие. Тратятся на все это. Поэтому надо делать все качественно. Так, тут у нас остановочка. Тут, насколько я знаю, вот сейчас 17-й автобус идет, потом троечка. Здесь только можно зайти, что-нибудь взять, перекусить. Кстати, смотрите, как интересно, там детская площадка, вон наверху этого магазина, надпись Туймарт. И вот там вот детская площадка сверху. Ну тут у них хорошо, тут, по-моему, даже запрещают выгул собак, чтобы они тут местную территорию не пачкали. Спроектировано этот квартал, я его показывал, снимал, по-моему, не один раз. Он в современном уровне. Тут, в отличие от домов в Якутске, дома-то тоже на сваях стоят, но сваи эти глубоко в песке. Поэтому их не видно, они там в песке. Этот квартал намытый. Все вот есть все, что надо. Аптеки, магазины, пятерочка, шестерочка. Школа, детсад у них. Все так цивильно сделано. И здесь есть вот минус первый этаж. Сейчас покажу вам.
Вот, смотрите, видите, да? Нигде вы такого в Якутске не увидите, чтобы так вот лестница шла куда-то вниз. Тут магия вкуса. Кулинарная студия находится. Ну туда я не буду спускаться. Или вот, видите, да? Ну, минус первый этаж, там обычно не квартиры, а какие-то общественные заведения. Либо магазины, либо тренажерные залы. У них тут игровая площадка отдельно заграждена от машин, потому что тут, я так понимаю, у многих машины. Так, нам надо найти Чугэй магазин. Нам надо найти пятерочку. Где-то здесь она была. Между, по-моему, там дальше. А здесь вот прикольно, там даже фонтан был, я летом снимал. Здесь вот помойки тут у них с сортировкой. Ну, что-то все забитые, не вывозят. Школа. Вот это вот такая вот красивая, современная. Так, и здесь вот она, пятерка у нас. Пятерочка. Ну, что-то, сколько год уже пятерка. Пятерочка у нас в Якутске. Или два. Что я уже забыл. Но я снимал открытие первое. По-моему, год. Но цены вот выросли тут просто, не знаю, очень сильно. По сравнению, открыли в апреле, и сейчас ценник вообще просто космос. Вот, смотрите, яйцо по 184 рубля десяточек стоит. А это что, 134 уже все нету, их раскуплено. Очень дорогие яйца тут. Семейные тортомир, кондитерские торты. Очень популярные торты. Кстати, давайте сюда выйдем лучше. То тут можно еще заблудиться. Минус первый этаж. Какой-то склад, доме Солька, вокально-инструментальная студия, пожалуйста. Вот здесь парикмахерская. Химчистка. Ну и сейчас вот мы выйдем вот на эту центральную улицу. Здесь по ней, по-моему, проще идти. А то я как-то пошел, что-то куда-то зашел там в этом квартале, а там оказывался закрытый двор. То есть зашел-то я зашел, а пришлось выходить обратно туда же идти, где я вошел. Смотрите, дом, да, и вот парковочка. Вон туда ворота тут закрываются автоматически. Ну, смотрите, пожарочку поставили сюда. ЗИЛ-ок, ЗИЛ, как пожарная машина. Это такие были, по-моему, что ли, старая, она уже сейчас-то поновее. Вот он, дом с часами. 203 микрорайон. Только дорога у нас тут идет. И вот тут еще одна дорога. По ней можно туда, в принципе, в центр уйти. Но лучше идти вот по той асфальтированной. Хорошей идти. Доставка работает. Так, а нам сюда. Вот хорошая дорога здесь. Тут, по-моему, как-то она для этих велосипедистов и пешеходов отдельно. Дом с часами. И вот туда вот прямо идет дорога. Такой вот тут сквер, памятник Борисову Семену Захаровичу, первому секретарю Якутского обкома КПСС. С 1951 по 1965 год он был руководителем. Эти серп и молот. Я СССР, герб Республики Якутия. Вот,
Смотрите, рабочий человек. С той стороны тоже что-то, какой-то барельеф есть, да. Интересно, да? Такой у нас вечерний получился променад, прогулочка. Мы прошлись от Речь-Порта до конца 203-го микрорайона. Практически до конца все прошли. Все, погуляли. Погодка хорошая, тут немножечко ветерок, как бы, но в целом ходить приятно, не жарко, не печет. Так что, кому было интересно, ставьте лайк, а можете просто поставить. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.